В Ингушетии, по оценке регионального министерства экономического развития, сложившиеся в отрасли тенденции позволяют прогнозировать в текущем году индекс производства валовой продукции сельского хозяйства на уровне чуть больше 100%. В 2025 году 101,6%, в 2026 101,8%, в 2027 году 101,9%. В целом, за прогнозный период с 2024 по 2027 годы темп роста объема производства продукции сельского хозяйства может составить 106,4%, сообщает об этом министерство. Все зависит от урожайности, объемов сбора сельхозкультур и природно-климатических условий, снижения уровня господдержки отрасли. Также учитываются экономические риски, связанные со снижением инвестиционной активности в аграрном секторе экономики, покупательской способности населения. Глава региона так прокомментировал достижения в аграрном секторе. Параметры развития отраслей сельского хозяйства нами сформированы с учетом действующих мер господдержки. К ним, например, относятся мероприятия в рамках реализации региональной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Участие в федеральных проектах, экспорт продукции АПК и создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, в свою очередь, будет способствовать увеличению объема экспорта сельскохозяйственной продукции, а также дальнейшему развитию фермерского движения и сельскохозяйственной потребительской кооперации. Драйверами роста в сельском хозяйстве стали несколько крупных инвестпроектов. Это агрохолдинг республики «Агрокомплекс Сунжа». В настоящее время здесь введен в строй тепличный комплекс общей площадью в тепличных конструкциях 22 гектара для выращивания овощей защищенного грунта в объеме 5129 тонн в год. Ассортимент производимой продукции – томат крупноплодный с массой плода 200-250 грамм. На сегодняшний день в работе предприятия задействованы более 128 человек. В 2023 году было собрано томатов 4500 тонн. Еще одно крупное сельхозпредприятие – садоводческое хозяйство «Сад-гигант Ингушетия», который собрал за 2023 год почти 22 тысячи тонн плодов, увеличив свою прибыль почти в 8 раз. В передовиках и тепличный комплекс «Кантышевский», который в целях импортозамещения в условиях санкций второй год обеспечивает тепличное хозяйство России от Калининграда до Томска посадочным материалом земляники садовой, клубники по голландской технологии, мощность 600 тысяч.